Наш эфир продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии с участием делегации Минэкономразвития России состоялось в Сухуми. Открытый кубок по экстрим-каякингу прошел в республике в минувшие выходные. В Абхазии впервые состоялся фиджитал-турнир по мини-футболу. Президент Бадрагунба принял заместителя министра экономразвития России Дмитрия Вульвача, который прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Были подведены итоги реализации совместных программ за последние 3 года и намечены планы на будущее. Также обсуждались новые проекты поддержки республики. За последние 3 года в рамках поддержки социально-экономического развития Республики Абхазия, в рамках реализации этой программы мы достигли неплохих результатов практически во всех отраслях экономики. Ну, конечно же, это самые главные показатели: рост внутреннего валового продукта, повышение среднемесячной заработной платы, рост инвестиций в основной капитал и ряд других ключевых показателей, которые действительно являются очень динамично развивающимися направлениями. И в этом смысле мы благодарны за все, что делает Российская Федерация, благодарны вам лично за ту поддержку, которую вы оказываете. За время реализации госпрограммы, конечно же, основная поддержка была оказана в социальной сфере. В этом смысле для нас очень важно, что и дальше эта работа будет продолжена. Конечно же, самая главная цель – это подведение итогов социально-экономической программы социально-экономического развития за предыдущие 3 года, а также наметить планы на предстоящую программу социально-экономического развития 26-30. В рамках этой программы я уверен, что мы достигнем еще лучших показателей. Для нас очень важно продолжить программу поддержки малого бизнеса. Мы реализуем эту программу уже совместно. 126 миллионов в этом году уже будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства. В рамках встречи нашей с Владимиром Владимировичем Путиным мы вышли с инициативой продолжить программу поддержки льготного кредитования. Как вам известно, более чем на 6 миллиардов было реализовано за предыдущие годы. Сейчас более чем в 3 раза такого рода поддержку ожидаем. И на этой встрече была достигнута договоренность о продолжении этой программы. Для нас это очень важно. Развитие собственного предпринимательства. Эта программа нацелена на поддержку наших предпринимателей. И в этом смысле мы благодарны за Российской Федерации за создание столь благоприятных условий по развитию этого направления. Спасибо большое, уважаемый Бадр Зурович. Я очень рад и сегодняшнему нашему визиту, а главное то, что у нас совершенно объективно, мне кажется, очень серьезно выросла плотность контактов. Вот буквально недавно вы были с большой делегацией на Кавказском инвестиционном форуме. Это уже традиционная площадка. С каждым разом, если помните, мы с первого форума уже старались, чтобы Абхазия была представлена стендом. Но, мне кажется, в этот раз ваш стенд был очень солидным, очень серьезным, привлек внимание, по-моему, всех гостей выставки. Там, конечно, были и Александр Валентинович Новак, и Михаил Владимирович Мишустин. Уделил особое внимание той работе, которую делает республика совместно с Российской Федерацией по становлению, по развитию своей экономики. Максим Геннадьевич Решетников, я знаю, очень внимательно и скрупулезно работает по этой тематике, и мы вместе стараемся не только реализовывать те проекты, которые мы уже запустили, но и находить
новые возможности, новые точки роста. Большую поддержку, конечно, нам оказывает администрация президента Сергей Владимирович Кириенко. Вы знаете, насколько он внимательно и глубоко погружен буквально во все детали, во все нюансы и во все проекты, которые на сегодняшний день в республике развиваются и, я надеюсь, будут развиваться. Я считаю, нам удалось выработать очень интересную, с одной стороны, уникальную по своей доступности, а с другой стороны, все-таки содержащую и внутренние контрольные, и такие вот стимулирующие механизмы формулу поддержки. То есть я очень надеюсь, что если мы в этом году, это более 300 миллионов, мы совместно через софинансирование раздадим, мы на это очень ориентированы, вы абсолютно правы, мы создадим новый пласт среднего, малого предпринимательства в республике. Кто-то, может быть, уже ведет это предпринимательство благодаря поддержке, просто встанет на налоговый учет и легализуется, и тем самым сможет оказывать более качественные услуги. Понятно, что это и туристический бизнес, это и оказание услуг в сфере легкой пищевой промышленности. Мне кажется, это очень, очень важно. Также вы абсолютно правильно заметили, и мне тоже очень важно, что Владимир Владимирович Путин, благодаря вашему обращению, благодаря, скажем так, оценке тех результатов той работы, которую мы провели за эти годы, поддержал вашу просьбу, и мы действительно будем продолжать льготное финансирование крупных проектов уже через финансовые наши институты. Часть нашей большой делегации, со мной сегодня почти 20 человек работает, даже прибыли в Сухум рейсом из Москвы. Вот, это очень хорошо и знаково. Я знаю, что есть планы по наращиванию интенсивности рейсов. Видим, что наши планы сбываются и проект работает. Поэтому здесь и большая заслуга инвестора, который взял на себя этот проект, не побоялся на каком-то этапе сделать то, что до него не делал никто. Вот. Ну и, конечно, я думаю, что слаженная работа и российских, и абхазских ведомств привела к тому, что этот проект в итоге состоялся. Правительство Российской Федерации и администрации президента Российской Федерации, конечно, за то, что продолжается участие лучших сынов республики в специальной военной операции, за защиту, как я считаю, такой глобальной справедливости в этом мире. Вот. Мы никогда не забудем наших братьев, соратников, которые в самое нужное время были с своими российскими братьями плечом к плечу, причем в самых горячих, самых сложных ситуациях и операциях. Прекрасно, что мы начинаем по инициативе Сергея Владимировича Кириенко, скажем так, организованный завоз детишек, в том числе с наших новых территорий, на отдых в республику. Я знаю, что уже первые группы должны прибыть в ближайшее время. Это очень важно и знаково. В завершении встречи я бы хотел вас поблагодарить за то, что вот очень системно, очень честно и очень наступательно вы двигаетесь, да, в реализации тех обязательств, которые вы взяли перед народом Абхазии, когда выходили на предвыборную, на выборы. Вот мы со своей стороны, знаете, да, максимально готовы во всем оказывать, оказываем и будем оказывать поддержку, потому что наша задача, с вами общая задача, чтобы все, что мы обещаем людям, вы обещаете людям, мы подтверждаем или тоже со своей стороны обещаем в наших документах, чтобы это делалось. И для нас, конечно, самая высокая оценка – то, что будут говорить люди по результату тех проектов, тех активностей, которые мы с вами вместе будем затевать. Совещание по вопросам социально-экономического развития Абхазии прошло в Кабинете министров. Премьер-министр Владимир Делба и руководители профильных ведомств в республике обсудили с делегацией Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем вопросы исполнения решений сопредседателей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству и подготовки к проведению 20-го заседания межправкомиссии. Подробности в материале Гугут Саварданя. Подвести итоги программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы и обсудить проработку новой на 2026-2030. Абхазская и российская стороны нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество, отметил в начале встречи с членами делегации Минэкономразвития России премьер-министр республики Владимир Делба. Сразу, наверное, хочу обозначить, что действующая программа
показала себя и показывает себя достаточно эффективно. Мы видим положительные результаты, которых нельзя не отметить. Вот. Мы видим и рост валового внутреннего продукта, и, естественно, увеличение доходов бюджета, рост средней заработной платы по экономике, ну и многие другие ключевые показатели, которые из года в год растут. Уполномоченным органам Абхазии и России предстоит проработать 9 программ. На их основе будут созданы отраслевые, а затем и государственная программа социально-экономического развития. Хотелось бы сразу отметить, что карты, как и отраслевые программы, так и сама государственная программа должна быть жизнеспособна, как и действующая, работать предметно, достигать как можно быстрее и эффективнее заданные цели. Невыполнимых задач, разумеется, мы перед собой ставить не будем и будем вместе добиваться результатов. Социальная сфера, туризм, цифровизация государственного управления в сфере недвижимости и налогообложения, медицина, образование, энергетика – это основные направления, которые станут предметом отраслевых дорожных карт в рамках работы межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Знаковым является то, что наши объекты, которые мы с вами начинали делать в рамках инвестпрограммы либо в рамках льготного кредитования, на сегодняшний день уже становятся мощными точками роста экономики. Это и в сфере логистики и транспорта, это и промышленность, это и сельское хозяйство, пищевое производство. Я надеюсь, что в новом цикле у нас к этим объектам добавится еще ряд знаковых объектов, которые тоже станут точками притяжения, роста компетенций, формирования новых рабочих мест, высокооплачиваемых, технологичных, современных, которые позволят молодежи Абхазии находить себя, получать образование, находить себя у себя дома в республике. Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач также отметил, что с 16 июня в Минэкономике Абхазии начинается прием заявок на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства. Важно сформировать основу занятости в республике, подчеркнули на встрече. Мы с коллегами из Министерства экономики республики создали, во всяком случае, предложили бизнесу интересный, очень выгодный, льготный механизм поддержки, условия, при которых там из 2-миллионного проекта 1 800 000 можно получить грантом из бюджета республики плюс бюджетная поддержка Российской Федерации. Я считаю, что это условия уникальные. Вот и наша с вами задача действительно отобрать, скажем так, все, кто желает, все, чьи проекты проходят по критериям, чтобы они получили эту поддержку в этом году. А если вы посмотрите проекты наших вот этих дорожных карт, вот у нас есть карта там, по социально-экономическому развитию, там мы планируем наращивать объем этой поддержки, то есть чтобы количество предпринимателей, количество проектов, получающих эту льготную поддержку, было больше. Один из самых главных вопросов – энергетика. Реформа энергетического сектора остается одной из наиболее сложных задач. Поэтому мы там тоже делаем упор на установку приборов учета, на развитие экономически обоснованных условий и реализации электроэнергии, и собираемости платежей за электроэнергию. А главное, что это с одной стороны, а главное, с другой стороны, задача, чтобы уйти от веерных отключений, чтобы действительно минимизировать вот эти вот негативные последствия энергодефицита, и особенно, чтобы социально незащищенные слои населения и социальные объекты, но они и не знали бы, что такое веерное отключение. А уже там постепенно мы будем и по остальным категориям энергопользователей, наверное, уходить постепенно, но уверенно уходить от этой истории и сделать так, чтобы и инфраструктура республики, и объемы энергогенерации, которые так или иначе поставляют сюда, были достаточны. Вот мы с президентом тоже затронули тему. На совещании обсудили и ряд других важных вопросов в рамках абхазо-российского сотрудничества. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Дмитрий Вольвач вместе с министром здравоохранения Эдуардом Будбой и начальником УКС Демиром Гамисони осмотрели площадку строительства детской республиканской больницы. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию объекта намечен на конец 2026 года. Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Больница рассчитана на 65 койко-мест. Здесь будут хирургическое отделение, центрально-стерилизационное отделение, лаборатория, служебно-бытовые помещения.
помещения и пищевой блок. В общем, предусматривается 3 полноценных рабочих этажа, а также цокольный и технический. Год назад, летом, по-моему, в июле или в августе прошлого года я приезжал, и мы здесь стояли, еще здесь была стоянка автомобильная при поликлинике, при больнице клинической республиканской. И мы как раз вот смотрели проектную документацию, радовались тому, что удалось найти первые средства по авансу. Вот. И меньше года прошло, мы на сегодняшний день с вами видим, что уже формируется 3-й этаж больницы. Я надеюсь, что с учетом поставленных нам задач в следующем году, да, мы будем уже укомплектовывать технологичным оборудованием готовое здание и максимально приближать тот момент, когда больница сможет принимать своих первых пациентов. Мне кажется, это очень знаково и важно. Высокий курортный сезон. Уже несколько лет подряд приезжают российские специалисты в Республику Абхазия для усиления наших служб, узкопрофильных специалистов и в Гагру, и в инфекционную больницу в Сухум, и в детскую больницу, и в ряд других районов. Это вот крайне необходимо, потому что такой большой наплыв, наши службы не справляются. И вот российские коллеги приезжают. Даже сегодня мы проговаривали о том, что у нас порядка заявки 22 специалистов, включая октябрь месяц, и потом 17 специалистов. Да, это инфекционисты, это хирурги, это детские хирурги, ультразвуковисты и другие специальности, которые крайне необходимы нам для того, чтобы граждане и туристы, которые попадают в лечебное учреждение, получали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач посетил республиканскую больницу в Сухуми, на территории которой ведется строительство помещения для установки ангиографа. Начальник УКС Абхазии Демир Гамисони рассказал о ходе работ. На данный момент завершено устройство каркаса и заполнение стен. Сейчас готовится к монтажу плит, рентгензащиты, балок, установки дверей. Надо подготовить строительную часть. Да, строительная часть должна быть готова. И под нее вы будете здесь устанавливать вентиляционную и энергетическую составляющую, что очень важно. Да. Ну, сам ангиограф, он уже пришел, Да, вот сейчас он разгружается. Да, это очень важно. Да, все по срокам. Дорогое оборудование устанавливаем. Это для того, чтобы оно долгое время служило населению республики для возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Я думаю, очень важно, конечно, и обучить персонал, да, то есть наши коллеги из Минздрава обязательно уделят этому особое внимание, да, что команда, которая будет работать на оборудовании, должна иметь соответствующие навыки. Вот. Ну, я рад, что мы здесь продвигаемся, что от идеи установить ангиограф мы сейчас уже находимся где-то, ну, скажем так, за серединой пути. То есть у нас уже есть и стены, и само оборудование. Теперь надо корректно осуществить монтаж и обеспечить это квалифицированным персоналом. Представители Минздрава России здесь находятся, и вот мы буквально сейчас вот проводили совещание о том, чтобы переговорить, и в рабочем порядке обсуждали, какие специалисты когда приедут. Уже часть специалистов уже поехала на обучение в Российскую Федерацию. Специалисты из Абхазии здесь стоят, вот, которые... И нам обещал Минздрав Российской Федерации, что еще на подстраховку приедут российские специалисты, когда мы все это запустим в тестовом режиме. На первом этапе, да. Вопросы еще обсуждаем, помимо того, что понятно, что с нуля строится здание, и оно должно быть соответствовать всем требованиям. Вот. Еще мы проговариваем вопрос скорой медицинской помощи, чтобы вот этот золотой час, когда пациент нуждается в доставке в профильное лечебное учреждение, именно по срокам, по времени, с дальних районов, там по городу как-то еще понятно. Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем посетили молочный завод в селе Лабра, который строится в рамках российской программы льготного кредитования. Здесь будут производить всю линейку молочной продукции: молоко, мацони, сыры нескольких видов, йогурты, сливки. Репортаж Гунды Шоуа. Молочный завод в селе Лабра будет оснащен современным оборудованием. Здесь планируют производить молоко, кефир, йогурт, мацони, сливки и сыр. Качественное сырье будет завозиться в страну из Белоруссии, а также его планируют приобретать у местных фермеров. Строительство объекта реализовано при поддержке Российской Федерации в рамках программы льготного кредитования.
Вот у нас идет сейчас основная стройка, вот на этой площадке у нас она находится. Мы где-то уже вот процентов 50-60 как бы постройки как бы Готовность. да. Уже вот осталось в основном такая вот эта площадку заливать, и они уже быстро будут собирать уже основное производство. Вот на такой стадии мы находимся. Мы здесь будем молоко, сыр, мацони, йогурты, вот сливки. Вот эти вот все будем образцы. Ну, вот оборудование планируете устанавливать уже, наверное, где-нибудь в августе или раньше? Мы как бы все хотим уже с 15 июля. Нам строители обещают, что 15 июля они уже зальют площадку, и уже к концу июля у нас уже приезжают монтажники и будут собирать все оборудование. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и увеличить доходы местного населения. Средняя численность персонала составит до 35 человек, преимущественно жителей села Лабра. Завод станет значимым шагом для развития агропромышленного сектора и экономики района в целом. Сама идея хорошая, да, и 35 человек это у вас здесь средний списочный будет работать. Я думаю, тоже для населенного пункта тоже важно. Очень важно. Наверное, здесь будете брать на работу, обучать, и люди будут иметь занятость в хорошем современном предприятии, да, на хорошей технике современной работать, да, выпускать пищевую продукцию. Для людей это большое подспорье. Да. Ну и, конечно, вопрос потом, наверное, вывода на внешние рынки, да, то есть понятно, что 20 тонн вы будете перерабатывать, наверное, внутренний рынок вы быстро перекроете, наверное, надо думать об экспорте, наверное, надо где-то заходить в российские какие-то сети, бренд продвигать. Ну, я думаю, будем уже совместными усилиями, когда первую продукцию попробуем, да, и будем совместными усилиями помогать вам, потому что, мне кажется, здесь вопросы окупаемости этого проекта тоже очень важны. Да, любое пищевое производство, оно сложное, рентабельность низкая, затраты большие, поэтому нужно будет, конечно, здесь очень-очень-очень внимательно над каждой стадией думать, работать. Дмитрий Вольвач подчеркнул значимость подобных проектов для развития экономики страны и выразил уверенность в том, что завод «Молочный двор» станет успешным предприятием, выпускающим качественную и востребованную продукцию. Он также отметил, что российская сторона готова и дальше оказывать поддержку абхазским предпринимателям в реализации перспективных проектов. Запуск завода запланирован на конец текущего года. Кундашова, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Во второй половине дня премьер-министр Абхазии Владимир Дылба провел совещание с главами абхазских ведомств и представителями Минэкономразвития России. В рамках встречи были утверждены отраслевые рабочие карты развития приоритетных отраслей экономики в сферах энергетики, туризма, транспорта, здравоохранения и образования, инвестиционного климата, кадастра недвижимости, налогового и таможенного администрирования, коммунальной инфраструктуры, социальной защиты населения. Также были доработаны и утверждены межведомственные планы оптимизации и повышения эффективности деятельности учреждений республики на 2026-2030 годы в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Каждый из вас, я прежде всего обращаюсь к своим коллегам, каждый из вас имел возможность заранее ознакомиться с рабочими картами. Сегодня предметно вы общались со своими коллегами из Российской Федерации. Наверняка многое успели обсудить, может не все, но полагаю, что самое важное успели обсудить. Завтра еще у нас рабочий день, и настрой у нас такой же, как и был раньше. Очень конструктивно, предметно, с точки зрения повышения эффективности нашего взаимодействия. Теперь уж еще глубже, потому что направлений становится больше, в том числе отчасти больше экономического направления становится. Это повышение эффективности администрирования налогового, таможенного администрирования, кадастровой оценки, здравоохранения, более предметное погружение, ну и многие другие. Так что полагаю, что работа в этом ключе продолжится, и мы в обозримом будущем, в обговоренные сроки с коллегами из Российской Федерации выйдем и на отраслевые программы, и в конечном итоге на государственную программу соцэкономразвития на период 26-30, которая, безусловно, призвана решить ключевые задачи, стоящие перед республикой, в том числе в развитии экономики, социальной сферы.
19 июня состоится встреча министра туризма Астамура Лугуа с руководителями крупных туристических компаний. Речь пойдет о демпинге цен в туристической сфере. Об этом Астамур Лугуа рассказал в программе «Обсудим». Как и во многих туристических странах, в межсезонье крупные компании проводят различные акции. Объявляют горячие туры, что способствует привлечению отдыхающих и развитию отрасли. В данном случае речь не идет о демпинге цен. Однако, чтобы малый и средний бизнес не был ущемлен, планируется предпринять ряд мер, в том числе разработать и принять соответствующие законы. 19 июня сего года все руководство, не представители, а руководство крупных туристических операторов, я специально не называю их, те, о ком здесь говорят в Абхазии, что вот демпинг от них пришел, они все приезжают в Абхазию на 3 дня. У нас с ними будут встречи. У нас есть какие-то свое видение, о чем можем с ними говорить, договариваясь, чтобы не ущемлять интересы малого бизнеса, среднего, вот скажем так, людей частного сектора, да, которые сдают жилье, сдают мини-гостиницы. Формула, одна из идей такова. Значит, вот в это же межсезонье, когда они продают, это называем мы демпингом, для них это горящие туры, вот за копейки. Вы знаете, примерно та же ситуация в Турции, только там это называют горящей путевкой. А мы почему-то говорим 300 рублей в сутки, 100 рублей в сутки. Там никто не считает, сколько жилье стоит. Есть понятие путевки, куда входит перелет, проживание и так далее. Вот логистика вся и так далее. Да, трансфер. Все это делает этот крупный туристический оператор. Он, скорее всего, и мы подозреваем, а в некоторых случаях знаем наверняка, зарабатывает на том, что у этих крупных компаний есть свои самолеты, есть, значит, договоренности с РЖД и так далее, где у них себестоимость поездки копеечная. Они зарабатывают на этом, но продавая как путевку. Но здесь, как для рекламы, они говорят 200 рублей, 100 рублей в сутки. И здесь, вот понимаете, возникают вопросы. Безусловно, это, конечно, конкуренция. Конечно, нашим людям тяжело конкурировать с крупными компаниями, которые, бюджеты которых сопоставимы, наверное, отчасти с бюджетами нашей страны. Возможно, и так. Но еще раз говорю, мы не хотим быть безответственными перед своими гражданами. Мы будем выстраивать так работу для того, чтобы найти золотую середину, чтобы не ущемлялись права вот этого малого бизнеса. Инал Авицба назначен заместителем главы Сухума. 16 июня его представил коллективу мэр Тимур Агрба. Инал Авицба с 2017 по 2021 годы работал в госкомпании «Абхазавтодор», занимался предпринимательской деятельностью. Открытый кубок по экстрим-каякингу прошел в республике в минувшие выходные. Соревнования были организованы при поддержке Министерства туризма, Госкомитета по делам молодежи и спорта и Рицинского национального парка. Репортаж Сарии Кварцхели. Экстремальный каякинг – это захватывающий динамичный вид спорта, который начинает набирать популярность в республике. Горные реки Абхазии бурные и быстрые, что делает их привлекательными для рафтинга и других видов сплава. И каякинг становится важной частью культуры активного отдыха и туризма на свежем воздухе. Организация таких соревнований способствует развитию туризма и экономики, привлекая как местных, так и международных участников и зрителей. Я занимаюсь каякингом уже больше 10 лет примерно. Абхазия хорошо подходит для проведения соревнований. И если говорить именно про эту локацию, то есть речки Гега, Юбшара, те, которые протекают на территории Рицинского национального парка. Почему? Потому что здесь очень хорошая логистика, качество порогов, есть выбор участков по сложности. Сложные, простые, в зависимости от воды. Много воды сделали попроще, да? Мало воды сделали посложнее. То есть есть выбор. Здесь очень красивая природа. Здесь минимизировано присутствие человека, так скажем. То есть это все-таки национальный парк, здесь нет магазинов. То есть чистая природа, девственная. Надо сказать, что соревнования «Адреналин Рейс» они проходили раньше. 2 года подряд в Абхазии. В 2010-2011 году. И потом их закрыли.
по причине того, что сплав по рекам Евшара и Гега был закрыт. Открыли эти реки только для соревнований. За это большое спасибо парку Рицинскому, что они нас допустили, проявили к нам доверие. Впервые оказавшись в Абхазии в 2018 году, организаторы познакомились с местными компаниями и приступили к работе над развитием водного туризма. Результатом сотрудничества и стало проведение соревнований на реках Гега и Юбшара, которые протекают на территории Рицинского национального парка. Локация стала популярной благодаря красивой природе и разнообразным уровням сложности для спуска. Для руководства Рицинского национального парка проведение таких мероприятий имеет много преимуществ. Это, в свою очередь, привлекает туристов и создает дополнительные возможности для молодых людей, интересующихся экстремальными видами спорта. Безусловно, ребята подошли к организации этого мероприятия максимально серьезно, с соблюдением всех норм, правил, стандартов национального парка. И мы, руководство Рицинского национального парка, администрация нашей организации, прошли к тому, что пробным проектом, то есть таким так называемым пилотным проектом, позволить проведение данного мероприятия. Основными критериями для нас, как для организации, которая принимает у себя на своей территории, это прежде всего соблюдение правил безопасности. Горные реки, специфика рек, тем более в особенности Гегской реки, реки Юбшара, они имеют определенные свои сложности. Здесь пороги как раз-таки достаточно сложные. Ну, по безопасности нас, безусловно, уведомили, оповестили, и мы, в свою очередь, тоже по мере возможностей, по мере своих сил, насколько мы могли это организовать, тоже в этом приняли непосредственное участие. В соревнованиях приняли участие 26 человек из России. Мероприятие способствует продвижению спорта среди молодежи Абхазии и может служить стимулом для будущих спортивных достижений и туристического роста. Сария Кварцхеля, Адам Рджения, Абхазское телевидение. 14 и 15 июня в Абхазии впервые состоялся первый фиджитал-турнир по мини-футболу. В нем приняли участие 8 юношеских команд от 13 до 17 лет. Это абсолютно новый опыт как для игроков, так и для зрителей. На стадионе «Совмин» в эти выходные собрались те самые фиджитальщики, парни, которые одинаково уверенно чувствуют себя и с геймпадом в руках, и с мячом на поле. Но что же такое фиджитал, расскажет Симаргу. На мини-футбольном поле Сухума состязание собрало любителей кожаного мяча в физическом и цифровом измерениях. Это не просто футбол и не просто киберспорт. Это фиджитал-турнир от А-Мобайл. Новый формат, в котором цифра и реальность сливаются воедино, создавая спорт будущего. Мы всегда следим за мировыми трендами. Фиджитал – это сейчас такой тренд, но это отнюдь не мода, это логичное развитие спорта. В сегодняшнем мире подростки, юноши, которые участвуют в нашем турнире и вообще, они живут в двух мирах – в реальном мире и в виртуальном. Мы этим турниром хотели показать, что эти два мира могут сосуществовать и дополнять друг друга, а не конкурировать друг с другом. Для нас первый фиджитал-турнир по мини-футболу, его организация, это было, конечно, вызовом. Но у нас за плечами десятилетний опыт в организации Кубка А-Мобайл, большого турнира по мини-футболу, в котором участвует больше команд, чем в этом турнире, гораздо больше. И этот опыт нам помог с легкостью организовать мини-турнир в рамках большого Кубка А-Мобайл. Фиджитал-футбол – это инновационный формат любимой миллионами спортивной игры, который представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Сначала игроки сражаются в виртуальной игре FIFA, а затем на реальной площадке. Конечно же, это новый спорт, у него есть свои особенности, свои нюансы. Главная особенность его состоит в том, что первая часть игр проходят виртуально. То есть команды играют на PlayStation, в FIFA, и счет, с которым заканчивается виртуальная часть, переносится на реальное мини-поле. Таким образом, каждый гол, забитый в виртуальном мире, имеет огромное значение в реальном мире. Как показали эти 2 дня,
Фиджитал-спорт имеет, на мой взгляд, большое будущее. Ребята с таким рвением, с таким огоньком в глазах играют, им очень все нравится. У нас очень много положительных отзывов. И я так думаю, что мы начали это, но дальше это продолжится и наберет большие обороты. Фиджитал-спорт будет процветать и в Абхазии станет таким же любимым, как классический футбол, мини-футбол и другие виды спорта. Даже по ощущениям, фиджитал – что-то новое. Вот на трибунах болельщики сначала следят за матчем FIFA на экране, а потом за реальным футболом на поле. Зона для киберэтапа оборудована всем необходимым. Экраны, PlayStation – все, чтобы виртуальный матч был таким же зрелищным, как и реальный. Давай, давай. Эй, хорош! Ехала, братик, ехала. Астану Гогия 15 лет, 10 из них он в профессиональном футболе. Астан одинаково уверенно чувствует себя и с джойстиком PlayStation в руках, и с мячом на поле. Есть люди, у которых плохо в футболе, футболь на поле, я имею в виду, но у них очень хорошо развита FIFA, то есть киберспорт. А есть люди, которые, наоборот, плохо развита игра в FIFA, но есть у которых хорошо развита игра в поле. Поэтому можно совмещать и одерживать победы. Развит футбол у нас, но не сильно развит киберспорт, можно сказать. А такого рода турниры помогают развить второй аспект. Поэтому я думаю, да, это определенно будет очень популярный, можно сказать, турнир. Инновационный формат требует от спортсменов как физической, так и умственной подготовки. Несмотря на то, что фиджитал-спорт – дисциплина совершенно новая, здесь есть шанс для всех игроков продемонстрировать свои навыки и стратегическое мышление в обеих сферах. Поделился впечатлениями от соревнований игрок команды футбольного клуба «Зенит» Баграт Зыба. Это было очень интересно попробовать, потому что все-таки первый раз в нашей стране такое провели. Увидел это в рилсах в Инстаграме, предложил своей команде поучаствовать, все согласились. И очень понравилось то, что сначала в FIFA вчет, который там, переходит на поле. Рефери на турнире – квалифицированные судьи, приглашенные специально из России. Денис Малининов был в судейской команде на играх БРИКС. Детей сейчас не вытащишь, они в основном все с компьютера играют. Это раньше мы во дворах, да, там нас и домой не затащишь. А так они, получается, и играют в плойку, и выходят потом на улицу уже там физикал, и здесь диджитал и физикал. Мы взрослых судили, детей нет. Тут единственное, может быть, как возрастной немножко сделать, ужать, потому что в этом возрасте год разницы уже прилично чувствуется, да, а здесь, получается, от 13 до 17 лет, я так понимаю. Ну, первый раз попробовать, я думаю, нормально. Со следующего года уже и регламент какой-нибудь утвердить, там возрастные категории, возрастные цензы, я думаю, будет нормально. В турнире приняли участие 8 юношеских команд от 13 до 17 лет, как профессиональные игроки, так и любители. Заявок на участие было множество. Организаторы не ожидали такого спроса. Мы знали, что это будет востребовано, но и не ожидали. Там, где было 8 команд, нам написали около 100 человек, что вот у меня есть команда. Ну, это были, конечно, перекрестные такие заявки тоже были, но в целом это было очень много заявок. Наш телефон разрывался, наш директор разрывался. Естественно, молодежь вся заинтересовалась, и вот сейчас параллельно этот турнир Фиджитал проходит Кубка Мобайл, и все с интересом наблюдают за ним и участвуют. И побольше таких турниров, естественно, нужно развивать, и наши дети, чтобы показали себя мировому сообществу, на что мы способны во всех видах спорта. Не имеет значения, это футбол или какой-то иной. И самое прекрасное, что здесь нет проигравших. Да, кто-то заберет кубок, кто-то призы. Но главный выигрыш – это опыт. Такие турниры – мост между поколениями и увлечениями, между реальностью и цифрой. Сима Аргун, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 13 июня в Сочи завершил свою работу кинофестиваль «Евразия Кинофест». В нем приняли участие почти 500 кинематографистов из 26 стран, в том числе из Абхазии. За 8 фестивальных дней почти 90 картин посмотрели 30 тысяч зрителей. За ходом фестиваля следила наша съемочная группа. Смотрите специальный репортаж Анны Лагула сразу после новостей. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 17 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, местами гроза, туба. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов, днем плюс 17-22, температура морской воды плюс 22 градуса.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.